вікні свіча, миготіла кривді за плеча, тріпотіла до правди летіла. Там, де рідний край, де Україну голоду нагай, шмагав до згину не день, не годину. Салям алейкум, урматли достлар. Мы продолжаем наш цикл «Беседа с историком». И сегодня у меня в гостях доктор исторических наук, директор Центра Голодомора «Грек в Украине» Людмила Гриневич. Людмила, я рада тебя приветствовать в нашей студии. Ты чрезвычайно редко бываешь в последнее время в Киеве, и, наконец, вот мне удалось заполучить тебя в эту студию. Но беседовать мы будем в преддверии очень трагической даты – годовщины депортации крымско-татарского народа. В истории украинцев и крымских татар много схожего, и, к сожалению, нас не обошли очень масштабные трагедии. У крымских татар в 20 столетии это депортация, у украинцев голодомор. Вот примерно об этом мы будем сегодня говорить. Ты очень много занималась исследованием проблематики голодомора. Вот твои книги, очень мощные действительно исследования и труды, они хорошо известны в Украине. Вот я хочу спросить тебя, что вообще ты думаешь о этой дате, 18 мая, особенно если учесть, что в Украине эта дата сегодня признана геноцидом. И это очень серьезное было, действительно, такое событие, это серьезная моральная поддержка крымско-татарскому народу, который сегодня оказался в оккупации. Мне кажется, что здесь даже оценка не украинки, не Украины, а любого здравомыслящего человека может быть только однозначной. Что это была просто бесчеловечная акция, это был геноцид, 200 тысяч человек, людей лишили собственных домов, минимум 25% людей даже по пути движения на места депортации погибли. Мы знаем песню Джамалы в прошлом году, которую она донесла вот эту боль своей семьи. И я вам хочу сказать, эта боль была услышана. И мне кажется, что могут быть разные политические там какие-то, знаете, дискуссии, могут быть разные оценки тех или иных исторических событий, но мораль она или есть, или ее нет. И вот это событие, мне кажется, что оно в жизни крымских татар и прежде всего украинцев, Украины, действительно это очень такое событие важное, значимое событие. И это событие, которое фактически каждый год дает нам возможность еще раз подумать о том, что, собственно, мы можем сделать для того, чтобы вот это тяжелое наше прошлое, чтобы оно не повторилось. Потому что сегодня, к сожалению, мы живем в условиях гибридной войны, и я лично могу сказать о себе, что для меня это просто личная трагедия, что часть моего народа, украинцы, мы политическая нация, часть моего народа находится на временно оккупированной территории, и что им приходится вновь переживать вот то, что они переживали их семьи на протяжении десятилетий.